Генеральная прокуратура республики опубликовала списки должников по кредитам, выданных ранее физическим и юридическим лицам сберегательным банком из средств специального внебюджетного фонда приватизации. Почему мы говорим исключительно о сберегательном банке? Речь идет о тех средствах, которые должны вернуться государству, поскольку сберегательный банк – это единственный государственный коммерческий банк в Республике Абхазия, поэтому мы говорим исключительно о тех заемщиках, которые брали кредит в государственном банке. Безусловно, что в Абхазии большое количество заемщиков, которые брали кредиты в коммерческих банках и не возвращают их, но это уже другая история, это отношение частного банка с частным бизнесом и физлицами. Поэтому, естественно, Государственная комиссия вопросами возврата денег, взятых в коммерческих банках, не занимается. Я хотел остановиться на том, что речь идет исключительно о сберегательном банке. В списках прокуратуры представлен список тех, кому выдан был кредит из ресурсов сберегательного банка. Я так понимаю, позже будет вывешен список заемщиков тех, кому выдавались деньги из приватизационного фонда Республики Абхазия, но это будет другой список. В списке из 17 страниц 316 физических лиц и 44 юридических. По настоящее время сумма задолженности по кредитам составляет соответственно 286 миллионов 864 тысячи 831 рубль и 3 миллиона 155 тысяч 516 долларов США. Это задолженности по линии Сбербанка и 180 миллионов 883 тысячи 500 рублей средств специального внебюджетного фонда приватизации. Как подчеркнул Беслан Барателя, списки неполные, в них нет заемщиков за последние несколько лет, и не только их. Очень много вопросов было по поводу того, почему списки старые, 2010 года, 2008 года, нету списков прошлого года, позапрошлого. Значит, в первую очередь мы опубликовали списки тех, по которым уже есть судебные решения. Мы не имеем права обнародовать информацию, пока не принято решение суда. Но хочу сказать, что с тех пор, как введена временная администрация с середины ноября, в суды Республики Абхазия переданы иски на сумму 150 миллионов рублей. Это дополнительно, помимо тех, которые уже обнародованы. Поэтому в ближайшее время, после того, как будут приняты судебные решения, будут вывешены и представлены списки заемщиков, которые должны вернуть сберегательному банку 150 миллионов рублей. Помимо этого, в наши дни, сегодня, вчера, ведется активная работа и готовится новый пакет документов, который будет передан в суд. На данный момент, на сегодняшнее утро, где-то на 120 миллионов рублей подготовлено материалов для передачи в суд. Поэтому, если сложить две суммы, которые уже переданы, 150 и еще 120, то есть получается 270 миллионов, к тем 600 добавится и получится огромный кредитный портфель. Председатель Национального банка страны также отметил, что после введения временной администрации Сбербанка большое количество заемщиков, не вернувших кредиты в положенные сроки, начало обращаться с просьбой о реструктуризации долга. То есть они не могут вернуть деньги в срок, но просят продлить, установить новый график, подписать дополнительное соглашение. И я хочу сказать, что сберегательный банк всегда, повторюсь, всегда идет навстречу, где это возможно, потому что задача банка не наказывать заемщиков, а создать условия для того, чтобы они могли выполнить свои обязательства, а сберегательному банку главное вернуть деньги для того, чтобы он устойчиво функционировал и выполнял обязательства перед своими клиентами. На данный момент в судебные органы разновременно направлены иски о взыскании вышеназванных кредитных средств по 360 лицам, по которым приняты решения. В их отношении будут приняты предусмотренные законодательством меры, направленные на исполнение судебных решений. На Алакове, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.